Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой Иоанн Златоуст, приступая к беседам по толкованию Евангелия, в первых же словах, обращенных слушателям, говорил, что по-настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служили нашим душам благодать Духа, и чтобы, как книги исписаны чернилами, так и наши сердца были исписанными Духом. Но мы, заключает святитель, отвергли такую благодать. И о том, что с нами происходит после этого отвержения, повествует сегодняшнее Евангелие. Вот только что прозвучали слова Евангелия об исцелении одержимого нечистым духом и о гибели стада, в которое по повелению Божию вселяется изгнанное множество духов злобы поднебесной. И мы становимся очевидцами по вере нашей, что Господь воистину владыка преисподних сил. В предшествующих сегодняшнему описанию событиях также в словах апостола Луки говорится о плавании учеников Христовых по озеру, о страшной буре, сопутствующей им, о маловерии и о смирении Господом стихии. Мы вновь становимся свидетелями, что Господь воистину владыка земных сил. Тебе трепещут умные силы вся, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет. Таковы слова Матери Церкви, призывающие самого человеколюбца царя в молитве великого водосвящения. И воистину Господь, владыка небесных и земных и преисподних сил. Но только один человек, возлюбленное творение Божие, не хочет слушать слово жизни, не хочет покориться своему Создателю, но сам себя изгоняет в пустыню, символ удаленности от живого общения с Богом. Сегодняшнее евангельское зачало – это не притча, не иносказательный рассказ с нравственным зерном, это действительное событие из дней земной жизни Христа Спасителя. Но как все в нем символично. Святой евангелист Лука, слова которого мы только что слышали, пишет, что Господь пришел в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Что же такое эта страна Гадаринская? Мы знаем, откуда пришел Спаситель, что это была страна, где он провел свое детство и отроческие годы. Здесь он совершил множество чудес, и здесь слушали слово его проповеди. Большинство учеников апостолов Христовых были из этой области, и евангелист Матфей пишет, что имя Галилеянин было одно из имен их божественного учителя. Более того, из истории первых веков христианства знаем, что один из первых, самых яростных и фанатичных гонителей Христовых был император Юлиан, сам когда-то христианином, но прозванный отступником, который умер с предсмертным возгласом «Ты победил, галилеянин». И вот от берегов этой страны на противоположный берег, в страну внешнего устройства и укоренившегося духовного неблагополучия, направляет свои стопы Спаситель. Исторически это область так называемого Десятиградия, союза древних античных городов греческой и римской культуры. Здесь располагался римский легион, охранявший границей, выпасом свиней для пропитания которого занимались местные жители. Это область распространения законов и обычаев языческого мира, не знающего единобожия, не ожидающего пришествия Искупителя.
и однако искренне уверенного в своей просвещенности, в своем нравственном совершенстве и превосходстве над иными варварами. Это не столько географическое понятие, сколько нравственное. Это образ всего мира, лежащего возле и не хотящего знать своего Творца. Это образ человеческой души, в страхе бегущей от общения с Богом. Вот в эту страну духовного мрака приходит Спаситель. И первый же человек, который встречает сошедшего на берег Христа, есть человек с явными признаками недуга, видимо одержимый нечистым духом. В страхе повергает этот дух несчастного к стопам Сына Всевышнего и просит не мучить его. Сам, мучивший творение Божие человека, теперь он трепещет перед лицом Владыки. Человеколюбец Господь освобождает душу и тело больного, совершая чудо изгнания нечистых духов из мучимого. Злоба же и сила этих духов столь велика, что ее попущением Божиим достало, чтобы погубить обезумевшее свиное стадо. Очевидцы этого чуда разносят молву о чудесном пришельце по всем городам и селениям страны. И что же жители тех мест? Прошло немало, надо полагать, времени, пока распространялось это известие, но за эти дни ни один не пришел за исцелением, никто не принес своих больных, никто не пригласил великого чудотворца в дом свой, как будто не нуждался в исцелении. Более того, они отвергли его, и, ужаснувшись, как пишет апостол, весь народ Гадаринской окрестности просит удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Что повергло их в такой страх, что привело их в такой ужас, что они не захотели принять самого Бога, пришедшего к ним? Не слух о великом чуде, но весть о великом убытке в хозяйстве, распространившаяся по стране. Произошло это потому, что сами эти люди немногим отличались от того бесноватого изгоя, который обитал за пределами их поселения, страшного, лишенного последних лохмотьев одежды, скованного цепями и узами, чтобы хоть как-то смирять его, и которого дух нечистый, не давая покоя его душе и телу, гнал и гнал в пустынные и дикие места. Только их беснование не было явным. Это было беснование внешне благополучных, достойных, почтенных и взаимно уважающих себя граждан. Не было внешних, зловещих признаков этого тяжкого недуга, и пленение нечистыми духами было добровольным, если можно так сказать, выразиться, бытовым, повседневным, тихим. Но такая одержимость была не менее страшной. Это было добровольное пленение духами гордости, ложного и нераскаянного совершенства, духами заботы века сего. Но сила этой неприметной одержимости была, как видим, столь велика, что она полностью подчинила целый народ. Ибо, по словам святителя Иоанна Златоуста, ненавистник рода людского дьявола, видя, что уходит его власть, что демонский легион изгоняется человечеством, то есть пришедшим на землю Христом Спасителем, и посылается в бездну, приходит в великую тревогу. Господь, спрашивающий имя Духа Нечистого, делает это для нас, ибо в присутствии Божьем князь тьмы открывает ему свое подлинное имя Легион, то есть множество, бесчисленное множество греховных ухищрений, страстных зацепок, изощренных для сохранения своей власти над душами людей. И жители этой страны добровольно поддались этим ухищрениям. Их не надо было сковывать цепями, они и так уже были безвольны своими страстями, скованные ими по рукам и по ногам. Им не нужно было убегать в пустыню, они и так уже жили в пустыне безбожия, в которой все, что бы они ни приобретали, не могло утолить их ненасытные жажды,
увеличивать эти приобретения. В гордом беспокойстве не сиделось таким людям на месте, но одержимые духом тревоги, нигде ни в чем не достигая покоя и душевного мира, дерзко испытывают такие люди суды Божии, любят рисковать, скользя по краю бездны, как бы ведомые лукавым советом, звучавшим еще Христу во дни его пощения в пустыне: «Верзись, бросься вниз». Сии почтенные жители не обитали в пещерах, где погребали умерших, но каждый дом их был гробом духовного запустения, и их равнодушие к встрече с Богом было подобно бесстыдной духовной наготе. В изгнании нечистых духов и задержимого они с суеверным ужасом увидели не проявление милосердия Божьего, не дар покаяния страждущим в грехах, но угрозу своему благополучию, грех беспечального своего жития, пробуждение от сладкого греховного сна смерти, правде и встречи с Богом. Их загрубевшие сердца и умы увидели угрозу своей лжеправедности, которая рассеивается перед встречей с правдой Божией. И они единодушно просят самого Бога, саму истину, пришедшую к ним, ради них удалиться же от них, ради сохранения своего ложного мира. Так под личиной внешнего благочестия скрывается полное духовное невежество, лишенное живого покаяния, живого общения с Богом. Не атеисты, суеверно отрицающие Бога, но мы, христиане, как часто к горю нашему, становимся добровольно одержимы этими страстями, этими нечистыми духом, одержимы этими духовными болезнями. Мы любим их и боимся расстаться с ними, боимся потерять эту призрачную опору в призрачной жизни без заповедей Божьих. Это страшное отречение от Бога не происходит в открытой и явной хульной форме, но от этого наше отступление не легче. Мы как бы говорим себе: мы любим Тебя, Господи, но еще не совсем готовы идти за Тобой. И, пожалуйста, повремени немного, подожди долготерпеливее на кресте, не приходи пока к нам с чашей скорбей, не мучи нас, Господи, своей святостью, не укоряй нашей нечистой и скверной совести. Дай нам еще немного времени пожить в свое удовольствие, а не по Твоим заповедям. Нечистые духи без воли Христовой не смеют даже прикоснуться к нечистым, по представлению иудеям, животным свиньям, а мы добровольно впускаем всякую нечистоту в дом души своей. Так упорно, отказываясь поклониться Богу, мы начинаем добровольно поклоняться нечистым духам и становимся их игрушкой в своих страстях. И Господь вошел в лодку и возвратился, пишет святой апостол. Какова сила Божьего сострадания? Ни проклятие, ни казни, ни наказание, ни насилие против воли непокорных каким-либо уже несомненным чудом, поражающим сознание. Ибо в очах Божьих нет абсолютного неисправимого зла на земле, но все может быть преображено покаянием и добровольным обращением к Нему. И любовь Христова терпит и ждет нашего покаяния. Поэтому Спаситель без сопротивления удаляется из Гадаринского царства и оставляет показавшим себя недостойными Его общения на будущее раскаяние и прозрение, оставляя им наставников, освобожденного от демонов и свинопасов, которые были свидетелями чуда. Так не эти грешники, не мы, упрямящиеся в исполнении заповедей Христовых, оказываемся сильными, но сам Христос, потому что Он против воли нас не ведет к благу. До времени Он милует нас, еще ждет нашего покаяния, говоря: «Ну что же ты гонишь меня?» Еще стоит Господь у порога нашего сердца и призывает нас на свою вечерю. И за нами выбор – идти к Нему или отвернуться от Него. И хотя бы весь мир сегодня погрузился в бесконечный праздник обманчивого духовного благополучия, смешанного с тревожным ожиданием, мы будем бодрствовать,
ожидая нашей личной встречи с Сыном Человеческим. Будем бодрствовать в своем покаянии, в своем, хотя и несовершенном, но искреннем стремлении к Спасителю. Мы знаем, Господи, что недостойны принять дом души нашей, потому что и кров этого дома разрушен, и сам дом пуст, и нам негде Тебе предложить достойного для Тебя места. Но в смирении просим Тебя не оставить нас, посетить нас милостью, да сделаемся домами Божиими и жилищами света. Аминь.